В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Наша республика богата полезными ископаемыми. Ведется большая работа по их промышленному освоению. И далее возникают вопросы охраны окружающей среды. Какие права есть у граждан в сфере недропользования? Какие требования должны соблюдаться недропользователями при использовании участков недр и добыче полезных ископаемых? А также что свидетельствует об их нарушении и какую ответственность они несут при этом? Об этом мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Юрий Яхонтов, старший помощник Якутского природоохранного прокурора Республики, юрист второго класса. Юрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите, на основании каких документов возникает право пользования участками недр? В силу статьи 11 Закона Российской Федерации о недрах от 21 февраля 1992 года предоставление недр, оно предоставляется в пользование и оформляется только государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами, она удостоверяет право пользования, указанным в ней участком недр на условиях соглашения, которое как раз-таки и определяет все необходимые условия разрешенного пользования недрами. Таким образом, пользование недрами, оно является лицензируемым видом деятельности, и им могут заниматься только профессиональные участники рынка, это субъекты предпринимательской деятельности. Здесь необходимо отметить о том, что недра предоставляются в пользование для различных целей. Это в первую очередь может быть региональное геологическое изучение, также геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, разработки технологий геологического изучения, строительство и эксплуатация подземных сооружений, которые не связаны с добычей полезных ископаемых, ну и также образование особо охраняемых геологических объектов и сбор минералогических, палеонтологических и других коллекционных материалов. А могут ли обычные граждане, то есть не предприниматели, тоже также пользоваться полезными ископаемыми и добывать их из недр? Знаете, положение статьи 19 Закона Российской Федерации о недрах, они этой статьей предусмотрены определенные гарантии для граждан, которые позволяют им использовать для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, которые имеются у них в границах земельных участков и не числятся на государственном балансе. Также можно использовать подземные воды, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, а также строительство подземных сооружений, глубина которых должна достигать до 5 метров. А какие обязанности для организации предпринимателей предлагает пользование участками недр? Обязанности, в первую очередь, это по соблюдению отраслевого законодательства, закона о недрах и условий пользования недрами, которые являются неотъемлемой частью лицензии. Основными условиями пользования недрами это является внесение платежей как разового, так и регулярного за пользование недрами, сроки действия лицензии, границы предоставленного участка недр и также сроки подготовки технических проектов и для ведения работ, а также ведения работ в соответствии с этой утвержденной проектной документацией. Также обязательное предоставление геологической и иной статистической отчетности в территориальные фонды о недрах. Кроме того, к условиям пользования недрами относится обязанность по выполнению требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, а также проведение работ по рекультивации и консервации нарушенных земель в результате деятельности недропользователя. Здесь необходимо отметить, что за нарушение условий пользования лицензиями действующим законодательством предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Кроме того, уполномоченным лицензирующим органом за такие нарушения может быть принято решение о приостановлении действия лицензии, либо же о досрочном ее прекращении. Какие нарушения условий пользования недрами чаще всего допускаются недропользователями? На практике чаще всего недропользователями допускаются такие нарушения, как вообще нарушение условий пользования недрами. Это, например, добыча полезных ископаемых вне отведенного участка недр. Также, например, не предоставление статистической отчетности, не предоставление геологической информации, отступление при ведении работ от утвержденной проектной документации, либо же несвоевременное утверждение проектной документации, не проведение рекультивационных и консервационных работ при закрытии определенного какого-нибудь участка недр, ну и также сопутствующие другие нарушения природоохранного законодательства. Ну и вытекает вопрос, какая ответственность предусмотрена для нарушителей?
Ну, например, в этом году по делам административных правонарушениях, да, по постановлениям Якутской природоохранной прокуратуры, 14 недропользователей были привлечены к административной ответственности, которая предусмотрена частью 2 статьи 7.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации с назначением штрафов. И, как уже упомянул, 3 вида ответственности – это гражданская, административная и уголовная. Что касаемо административной, то нарушителя, безусловно, нарушителя именно можно привлечь к таким статьям, как 7.3, это получается самовольное пользование недрами, либо же пользование недрами с нарушениями условий лицензии. Также статья 7.5, это незаконная добыча нефрита, также других полудрагоценных камней. И 15.44, это незаконная добыча драгоценных металлов и камней. Санкция данных статей предусматривает штрафы до 60 миллионов рублей. И получается с конфискацией орудия совершения административного правонарушения. Что касаемо уголовной ответственности, то это уже, безусловно, определяется статьями Уголовного кодекса. Это статья 171 Уголовного кодекса «Незаконное предпринимательство», 191 это незаконный оборот драгоценных металлов и камней, и 246 это нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, которые предусматривают санкции в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также штраф в размере заработной платы или иного дохода на период до 5 лет. Хотелось бы здесь привести статистику в части преступлений. Сейчас за истекший период 2024 года правоохранительными органами республики выявлено 18 преступлений. Преступления в рассматриваемой сфере, они выявлялись на территориях Нерюнгринского, Алданского, Усть-Майского, Мегино-Кангаласского и города Якутска районов. Например, в июле этого года возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина, который незаконно перевез 17 слитков золота из Аймяконского района в город Якутск общим весом 17 килограмм и стоимость которых составила более 120 миллионов рублей. И получается, что касается гражданской правовой ответственности, то деятельность недропользователей, она тесно связана с использованием компонентов окружающей среды. Это в первую очередь сами недра, почва, лесные насаждения, животный мир, а также водные объекты и водные биоресурсы. Ну и получается, зачастую в результате допущенных нарушений недропользователями причиняется вред данным компонентам. И данный вред уже позже по результатам проведенных проверок рассчитывается и взыскивается либо в добровольном, либо принудительном порядке с виновных лиц. Ну вот ранее такой интересный термин прозвучал, как орудие нарушения. Что это такое, если поподробнее? Орудие нарушения, ну вот получается, если мы говорим сейчас про статью 7.3 да, Кодекса административных правонарушений, это часть 1 подразумевает самовольное пользование недрами. То есть, как обычно на практике бывает, то, что организация имеет лицензии только по геологическому изучению. Но, тем не менее, на данном веренном участке недр им добывать нельзя. Но, тем не менее, на практике часто встречается, что они пренебрегают данными требованиями, привозят туда кучу экскаваторов, кучу бульдозеров и начинают рыть и добывать. И уже после того, как в моменте проверки это все выявляется, то уже в рамках административного законодательства, ну и гражданско-правового накладываются обеспечительные меры и также конфискуется вот это орудие, как раз-таки это транспортные средства и иная такая бурительная техника. Ясно. А вот интересно, что больше всего нарушают предприниматели, то есть что они добывают, какое ископаемое? Какое ископаемое. Смотрите, получается, у нас есть такое понятие, как общераспространенные полезные ископаемые. Да, они утверждены совместным распоряжением Минприроды и правительства Республики Саха-Якутия от 25 сентября 2003 года. И к ним отнесены такие полезные ископаемые, как речной песок, строительный камень, доломит, глина, галька, ну и так далее. И если мы говорим о твердых полезных ископаемых, это уже, получается, драгоценные металлы, драгоценные камни. И здесь можно сказать о том, что практика, она такая неоднозначная. Если мы же говорим по недрам местного значения, да, то всегда сезонно проводим проверки Якутской природоохранной прокуратурой вот в пределах акватории реки Лена. Как раз-таки на зимниках и так далее очень много недропользователей осуществляют свою деятельность по добыче речного песка. И как раз-таки там выявляется куча
как правило, нарушений. А что касаемо добычи золота, то они характеризуются некой специфичностью и сложностью в связи с труднодоступностью этих участков, в связи с труднодоступностью и, получается, отсутствием логистической возможности к ним. Но, тем не менее, все равно проверки проводятся. Ну что ж, а какие обязанности имеются у недропользователей при использовании лесов, водных объектов? Ну, действительно, помимо соблюдения отраслевого законодательства в сфере охраны и использования недр, на пользователя недр возлагаются также обязанности по соблюдению природоохранного законодательства. Вот как ранее упомянул, в их деятельности часто они используют вообще компоненты окружающей среды. Соответственно, на них возлагаются обязанности по соблюдению водного, лесного, земельного законодательства, а также федерального законодательства об охране окружающей среды. Это, например, если мы говорим по лицензиям, например, по изучению по добыче золота, это непосредственно связана деятельность рядом с водными объектами. Это получение разрешения на использование водного объекта, также заключение договора аренды лесного участка в целях геологического изучения, либо добычи полезных ископаемых со всеми обязанностями, которые как раз-таки и будут вытекать из этого договора аренды в целях ее дальнейшего освоения. Соблюдение требований в части накопления и размещения отходов производства и потребления на участке недр. И, получается, соблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов, ну и также проведение рекультивационных и консервационных работ при завершении работ на участке. И сразу скажу, что иногда недропользователи часто пытаются пренебречь этими требованиями, пытаются экономить. И хотелось бы их предостеречь от пренебрежительного отношения к нормам природоохранного законодательства. Так, например, по результатам недавней проверки Якутской природоохранной прокуратуры на территории Нерюнгринского района в деятельности одного недропользователя были выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства. Что мы имели? Получается, он закрыл уже лицензию по одному участку недр, но оказалось так, что он не провел никакие рекультивационные работы. То есть нарыл, да и убежал потом. Ну и в итоге выяснилось, что помимо отсутствия проекта рекультивационных работ, также имеются массивные захламления отходами производства и потребления. В итоге он был привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.2 и 8.7 Кодекса административных правонарушений, с назначением штрафов на общую сумму более 600 тысяч рублей. Было внесено представление, и по результатам рассмотрения представления им разработана проектная документация по рекультивации, которая в настоящий момент находится на рассмотрении в Управлении по недропользованию Республики Саха-Якутия. Ну что ж, Юрий Игоревич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.